Миллиарды рублей направят на развитие российской Арктики в ближайшие 3 года. Очень симпатично предложение сделать такой центр тестирования новых материалов в ТИКСе. Одним из путей для роста экономики Якутии может стать и промышленный туризм. Быть грамотным модно. Якутск после Санкт-Петербурга официально стал столицей всемирной акции «Тотальный диктант», а предваряет событие фестиваль грамотности. Площадка уходит в прошлое. Бы не сказать, что это хорошо и плохо, но для сдающих это будет сложно. С 1 апреля кандидатам в водители будет не до шуток. Вступает в силу множество изменений. Озвучим основные. Не грубый и холодный металл, а настоящее произведение искусства. Якутские ножи стали сенсацией на выставке в Москве. Покажем нашумевшие изделия мастеров. Премьера обещает быть громкой. В Мирнинском театре готовятся к первому спектаклю под руководством нового директора. Учимся играть, учимся работать со звуком, с длиннющими монологами. Вот. Приходите, я думаю, что будет интересно. Эти и другие темы постараются максимально раскрыть наши корреспонденты. Это «Якутия день за днем». Мы подводим итоги уходящей недели. В студии работает Сергей Михедов. Здравствуйте. Правительство России утвердило госпрограмму социально-экономического развития арктической зоны страны. Постановление об этом опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. До 2024 года на реализацию этой программы предусмотрено почти 20 миллиардов рублей. Из них на текущий год выделено порядка 3,5 миллиардов. В 2022 году направят более 6 миллиардов. В 2023 и 2024 годах выделят по 5 миллиардов рублей. Среди целей программы – ускорение экономического развития территорий арктической зоны России, увеличение их вклада в экономический рост страны, обеспечение условий для устойчивого социально-экономического развития макрорегиона. Программа намерена обеспечить условия для реализации инвестиционных проектов в Арктике, что повлечет создание новых рабочих мест и условий для устойчивого развития коренных малочисленных народов. Развитие Арктики на совместной пресс-конференции в Москве обсуждали глава Якутии Айсен Николаев и президент Российской академии наук Александр Сергеев. Главные темы – это научно-технический потенциал республики и перспективы проведения в Заполярье различных исследований, которые в дальнейшем помогут развивать российскую и мировую арктическую зону. Наш СОПКОР в Москве Максим Кардозу внимательно следил, о чем говорили. Эти космические пейзажи находятся на плато Анабара, на северо-западе Якутии, на границе с Красноярским краем. Здесь расположен самый большой в России Попегайский метеоритный кратер. Его длина около 100 километров. Но ученых сюда привлекли не местные красоты, а уникальное месторождение импактных алмазов. Оно образовалось как раз из-за столкновения метеорита с Землей. Алмазы здесь не ювелирные, а промышленные. Их сейчас используют в микроэлектронике. Они позволяют создавать процессоры, которые легче и производительнее современных аналогов. Предварительный прогноз по Попегайскому месторождению дает больше триллиона каратов. Больше триллиона каратов предварительный прогноз. Поэтому для того, чтобы уточнить, безусловно, нужна экспедиция. О необходимости крупной научной экспедиции говорили на пресс-конференции главы Якутии и президента РАН. Подобные масштабные исследования в республике не проводились многие десятилетия. И в этом году ситуация будет исправлена. Ученые начнут как раз с Попегайского месторождения. Мы надеемся, что по результатам этой экспедиции будет и доразведка, и будет добыто минералов, чтобы можно было уже разобраться в реальных абразивных свойствах этих алмазов. По предварительным экспериментам они существенно превышают то, что делается на существующих сейчас предприятиях по изготовлению технических алмазов. Мы, несмотря на все проблемы, которые связаны с финансированием из регионального бюджета фундаментальных научных исследований, мы приняли решение, и в этом году мы порядка свыше 60 миллионов рублей тоже направляем на реализацию подпрограмм, которые были
согласовано в свое время как раз Российской академией наук по данной экспедиции. Эта экспедиция должна быть комплексной. И вот Александр Михайлович сейчас в своем выступлении затронул же он на самом деле только северо-западную часть Якутии, причем ее еще на самом деле территория одного района, так, Оленёвского района Республики Саха-Якутия. На другой территории же богатств не меньше, неизученного не меньше. Экспедиции помогут изучить и другие районы республики, причем ученые на этом останавливаться не намерены. Сегодня Якутия является флагманом научно-технического развития Заполярья. В республике применяются и тестируются новейшие технологии, которые в дальнейшем могут применяться не только в России, но и в других странах. Например, тестирование материалов в экстремальных температурных условиях. Очень симпатично предложение сделать такой центр тестирования новых материалов в ТИКСе. Это вот как раз и город бы заиграл такими новыми научными красками. Почему еще это важно? Это не только те машины, которые мы закупаем за рубежом. Наверное, лучше самим эти материалы разрабатывать, а потом, если мы их разработаем, уже предлагать на мировой рынок. Понятно, что для всех амбициозных проектов освоения Арктики необходимы проверенные альтернативные источники энергии. И Якутия тоже здесь в лидерах. У нас в республике тестируются самые различные системы, от ветряков до солнечных батарей. Теперь еще в ближайшее время может появиться и малая атомная станция. Это будет наземная станция, но она будет первая наземная станция малой мощности, так называемая, 50 мегаватт. Принципиально все технические решения у Росатома есть. Мы определили район, где она может быть расположена. И мы очень надеемся, что в скором времени мы уже перейдем к практической реализации проекта. И к 2028 году станция должна заработать. Мировой научный мир следит и за якутскими исследованиями в области изучения вечной мерзлоты, мониторинга экологической обстановки в Арктике, а также многим интересны уникальные работы, связанные с мамонтовой флорой и фауной. Недавно якутские специалисты удивили всех и вырастили ягоду ледникового периода из семян, которым около 30 тысяч лет. Максим Кардозу, Джур Березкин, Москва. Это относится к будущему арктической зоны. В то же время есть комплексный инвестиционный проект, который уже реализует недалеко от Якутска. Это Жатайская судоверфь. И с Арктикой он также связан напрямую. Здесь будут строить суда для перевозок по Северному морскому пути. На минувшей неделе глава региона Айсен Николаев провел совещание о реализации этого мегапроекта и поручил обеспечить проведение всех работ в соответствии с утвержденным графиком. Параллельно строить транспортную и социальную инфраструктуру для сотрудников предприятия и подготовки местных кадров. Айсен Николаев подчеркнул, что проект должен быть комплексным. В настоящее время, с учетом закладки первого головного судна в текущем году, для работы на Жатайской судоверфи требуется порядка 100 человек, а к 2025 году на предприятии должны трудоустроиться более 650 работников. Молодые кадры для судоверфи планируют готовить в Жатайском техникуме, Якутском институте водного транспорта и в вузах Новосибирска, Калининграда, Владивостока и Санкт-Петербурга. От водного транспорта к воздушному на этой неделе стало известно, что в связи с ремонтом аэропортов Якутска и Нерюнгри запасной станет воздушная гавань города Мирного. Председатель правительства Якутии Андрей Тарасенко дал поручение региональному Минтрансу разработать оптимальный график выполнения рейсов. Помимо этого, премьер-министр обсудил с руководителями аэропортов вопросы, которые необходимо поставить перед федеральным центром. Особое внимание уделено необходимости увеличения субсидий из федерального бюджета аэропортам региона. Ремонт аэропортов в Якутии как раз кстати, ведь промышленный туризм может стать одним из новых путей для развития экономики. Напомним, в августе прошлого года глава региона Айсен Николаев и Агентство стратегических инициатив подписали в Москве соглашение о сотрудничестве именно в этой сфере туризма. Исходя из документа, на этой неделе разработан и уже представлен туристический трек под названием «Сокровища Якутии». Что может предложить наш регион своим гостям, что показать и о чем рассказать? Подробности в репортаже Ульяны Шагиной. Живописная природа, сплавы по горным рекам, рыбалка, самобытная культура и национальные блюда – не единственное, чем может удивить Якутия своих гостей. Теперь регион готов привлекать туристов и совершенно новым своим направлением – промышленным туризмом. На текущий момент мы готовы предложить два таких туристических продукта. Во-первых, это посещение Мирнинского района как раз-таки с целью ознакомления с производственным процессом Малроса. И второй такой продукт, который реализуется в Южной Якутии,
это компания «Колмар», на которой наши гости могут увидеть, как же рождается, как добывается черное золото Якутии. Кроме промышленных гигантов, в проекте принимают участие и предприятия с небольшим производством. Здесь для туриста открывается возможность узнать Якутию уже совсем с другой стороны. Ознакомиться с ее инновационными технологиями, попытаться разгадать тайну якутского орнамента во время производства этнической посуды из керамики, попробовать напиток из оленьих пантов, изготовить оберег из меха или авторское кольцо из якутского золота. При Академии наук Республики Саха-Якутии. И вот сейчас мы видим собранные из разных мамонтов формы и сделали мы такой мамонтовый. Разработав грамотную экскурсию, можно показать свой лучший успех. Тут главное придумать, чем заинтересовать. К примеру, в ювелирном доме турист теперь может не только приобрести украшения, но и познакомиться со старинной коллекцией якутских драгоценностей, узнать национальные традиции и быт предков Саха. Бренд нашей Якутии – это не только холод, не только украшения, не только бриллианты, но еще и мамонты. И поэтому бриллианты и мамонты – это тоже неотделимые. Мы создали новую коллекцию «Симфония вечной мерзлоты», и это тоже представляет интерес. Как бонус туристов вводят и в самое сердце ювелирной компании, это в производственный цех. Здесь туристы могут не только ознакомиться с технологией производства ювелирного изделия, но и принять непосредственно участие в его изготовлении. У нас в цеху они обычно смотрят производство, как изготавливаются ювелирные изделия, как они процесс изготовления, как сказать. И даже часто мы им даем эту возможность, что они могут поучаствовать в этом. Они очень бывают довольны, им все интересно бывает. Пока в таком новом формате привлечения туристов начали работу 12 пилотных компаний региона. Для самих же разработчиков программы цель не массовость. Опрос показал, что туроператоры, в том числе и федеральные, готовы включить Якутию как турпродукт в свой премиальный пакет, созданный для VIP-клиентов. Корпоративные группы подтвердили, что этот продукт вдохновляет, он интересен. VIP-турист однозначно, я думаю, тема вся с мехами, бриллиантами, украшением, она интересна. К тому же, если включить в этот пакет еще и знакомство с богатейшими месторождениями региона, сегодня промышленные гиганты готовы открыться миру. Им есть что показать и что рассказать. Тренд на открытость – новая визитная карточка бизнеса. Да, и у нас в Нерюнгри начинает развиваться промышленный туризм. Первый и единственный, кто начал делать это в районе, угледобывающая компания «Колмар». Туристы могут посетить обогатительную фабрику, смотровые площадки и даже шахту. Один из пунктов, включенных в новый турпакет угольного холдинга, подняться на смотровую площадку, откуда с высоты птичьего полета открывается обзор на шахту Восточно-Денисовская. Здесь уверены, гостям уж точно будет не скучно. На смотровой площадке, где произведено уже строительство объекта шахты Восточной Денисовской, перед нами вы видите, это котельная мощная. Главный вентилятор непосредственно котельная подогревает воздух, через вентиляторы подает теплый воздух в шахту, чтобы можно работать круглогодично было и в комфортной температуре. Планируется 9 апреля открыть шахту Восточно-Денисовская, будет торжественное открытие шахты. Для этого уже все подготовлено, все, стройка завершена. Я сам шахтер, довольно-таки долго работаю в шахте. И мне просто интересно было, как же здесь осуществляется добыча. А где вы работали? В Воркуте. Скажите, пожалуйста, дорого ли вам обошелся этот тур или... Для интересов это не сильно важно. Поэтому просто любопытство, оно намного дороже, чем деньги. К началу весенне-летнего турсезона принимать гостей по новому турпродукту уже готовы 12 предприятий. Специалисты утверждают, что к концу года их число возрастет в разы и достигнет уже 50. Для удобства потребителей создали даже единый информационный портал promtourism.ru, где можно выбрать экскурсию на то или иное предприятие. Да и сами компании с охотой делятся своим новым продуктом. Показываем интересные места в городе. Это есть и Нерюнгринский музей, и рассказываем историю
территорию нашего города. Помимо самой шахты у нас есть производственные объекты, такие как обогатительная фабрика. Многим интересен сам процесс обогащения угля, о котором практически никто не знает. Якутские компании открыты и внутри региональной аудитории. Так начнут в регионе проводиться и профориентационные мероприятия со школьниками и со студентами. Официальный запуск туристического трека под названием «Сокровища Якутии» запланирован летом во время проведения национального праздника Исэх. Если все пойдет по плану, Якутия станет первооткрывателем в этом направлении. Ульяна Шагина, Екатерина Павлова, Якутия. День за днем. Сейчас короткая пауза. Далее поговорим об изменениях, вступивших в силу с апреля. Они касаются практически всех нас. Обязательно дождитесь. Продолжаем выпуск. С 1 апреля вступили в силу изменения, которые затронут жизнь многих якутян. Новшества касаются социальных выплат, пенсий и пособий, программного обеспечения для гаджетов и других сфер. Представляем самые заметные изменения. С 1 апреля размер выплат на детей от 3 до 7 лет начали рассчитывать в зависимости от доходов семьи. Особенно нуждающиеся семьи смогут получать 50, 75 или 100% от регионального прожиточного минимума на ребенка, а не фиксированные 50%, как это было ранее. Семьям, которые обратятся за выплатой после 1 апреля впервые, она будет назначена сразу с учетом новых правил. Те, кто ее уже получает, сможет подать заявление на перерасчет. Тогда в случае положительного ответа недостающую сумму доплатят за период с начала года. Подать заявление на выплату можно на портале госуслуг, либо лично при обращении в МФЦ. Немного подросли социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению. С апреля их проиндексировали на 3,4%. Увеличение рассчитано с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год. Повышенные пенсии получат 3 миллиона 900 тысяч человек в стране. Это люди, которые в силу разных обстоятельств не имели возможности выработать достаточно трудового стажа для получения страховой пенсии. В результате индексации средний размер социальной пенсии вырастет до 10 183 рублей. Напротив, сокращается список работников, обязанных проходить медосмотр. С апреля вступает в силу новый перечень вредных и опасных производственных факторов. Например, на медосмотр теперь не будут направлять бухгалтеров, IT-специалистов, инженерно-технических работников. Он останется обязательным только для тех, кто прямо сталкивается с чем-то опасным на работе. Например, трудится на подземных работах, транспорте, водопроводных сооружениях, выполняет работы на высоте и так далее. Кроме того, периодические медосмотры теперь могут проводиться мобильными медицинскими бригадами. В России с 1 апреля вводится запрет на продажу гаджетов без заранее установленных на них отечественных программ. Это коснется смартфонов, компьютеров, планшетов и смарт-телевизоров. Предлагается 3 способа предустановки: загрузка в полном объеме на жесткий диск, размещение иконок для скачивания и загрузка программ при покупке устройства. Программы для предустановки определены перечнем, который составила Минцифры. Туда вошли 16 приложений для смартфонов и планшетов, 1 программа для компьютеров – это «Мой офис» и 11 приложений для смарт-ТВ. Среди программ поисковик Яндекса, почта и новости Mail.ru, голосовой ассистент Маруся, антивирус Касперский, социальные сети ВКонтакте и Одноклассники, приложения для бесконтактной оплаты, карта Мимир, Мирпэй, а также госуслуги. Мы назвали нововведения, которые коснутся всех россиян, но есть и такие, которые относятся непосредственно к жителям Якутии. И первое, пожалуй, самое заметное из них – это продление ограничений, связанных с коронавирусом. Указом главы Якутии все основные введенные ранее ограничения продлены до 30 апреля. Это масочный режим, соблюдение социальной дистанции, дезинфекция рук, помещений и другие. Но вступили в силу и некоторые послабления. Так, увеличивается допустимая загрузка зрительного зала до 75% в культурно-досуговых организациях. Например, в театрах и кинотеатрах. Сокращены до 1,5 метров минимальные расстояния между столами в банкетных залах. Это значит, что наполняемость в заведениях станет больше. Кроме того, требования об обязательной изоляции и сдаче анализа на коронавирус теперь не распространяются на вахтовиков, если они уже переболели инфекцией. Разрешили вернуться на рабочие места
и сотрудникам старше 65 лет, но только после получения вакцины от COVID-19. Поставят прививку от коронавируса в этом году при желании и призывникам в армию. Призыв в вооруженные силы в Якутии пройдет с 1 мая по 15 июля. Но медосмотры стартовали уже с 1 апреля. Всех новобранцев перед отправкой на службу обязательно проверят на наличие коронавируса. По данным Генштаба вооруженных сил, весной и летом прошлого года медики в военкоматах выявили более 1500 зараженных COVID-19. Еще более 7000 новобранцев оказались контактными лицами и провели какое-то время в изоляции. Соответственно, в армию они не попали. В этом году у срочников появится возможность получить прививку от COVID-19 прямо на месте службы. Теперь о тех, кому тоже предстоит пройти службу, но только в далеком будущем. В Якутске с 1 апреля начали принимать заявления от родителей на прием детей в 1 класс. Продлится приемная кампания до 30 июня. Особым правом принятия в 1 класс обладают дети сотрудников полиции и военнослужащих. Также особое право на первоочередной прием появляется, если старший брат или сестра уже учатся в этой школе. Если раньше администрация школы была обязана зачислить ребенка в течение 14 дней после приема документов от родителей, то теперь, согласно новому порядку, соответствующий приказ будет издан в течение 3 рабочих дней после завершения приема заявлений, то есть после 30 июня. В предстоящем учебном году в столице более 5000 детей готовы принять 49 школ. Определенные привилегии появились и у учеников с 5 по 11 классы. С 1 апреля они смогут ездить на автобусах пригородных маршрутов до школы и обратно бесплатно. Правом на бесплатный проезд в общественном городском транспорте могут воспользоваться учащиеся пригородных школ столицы, а также школьники, которые проживают в пригородных районах, но обучаются в центральных школах Якутска, уточняет в управлении образования столицы. Срок действия транспортной карты распространяется на 9 учебных месяцев с сентября по май включительно. Списки на ее получение будут формироваться в школах при предоставлении необходимых документов. Это в столице. Тем временем в отдаленных районах с апреля стартовала всероссийская перепись населения. За месяц планируют переписать 46 тысяч человек в 15 улусах. 8 северных и арктических районов охватят полностью, 7 частично. Как сообщили в Саха-Якутия-Стати, все населенные пункты, где пройдет перепись, полностью готовы к ее проведению. Основной же этап всероссийской переписи населения, который уже назвали первым цифровым, запланирован на сентябрь. Тогда граждане смогут, не дожидаясь визита переписчика, пройти процедуру самостоятельно на портале госуслуг, а также в МФЦ. Площадка уходит в прошлое. С 1 апреля в России изменился порядок экзамена на водительские права. В испытания больше не включают этап площадки, но легче будущим водителям от этого не станет. Некоторые элементы добавлены в городскую часть экзамена. Наш корреспондент Дмитрий Тымыров изучил все новые составляющие испытания на водительское удостоверение и подготовил следующий материал. Последние изменения в правила сдачи экзамена для получения права на вождение транспортным средством вступали в сентябре 2016 года. Тогда нововведения коснулись как теоретической части экзамена, так и практической. Так, с 2016 года сдавать на права стало возможным независимо от места прописки. Тогда появились дополнительные вопросы за ошибки в теории. Ранее нужно было ответить из 20 вопросов хотя бы на 18, без дополнительных вопросов. Также стало больше упражнений на автодроме. Появились и временные рамки. Так, с 2016 года на практическую часть экзамена по городу начали отводить 30 минут. И последнее нововведение 2016 года коснулось ужесточения требований к автодромам для обучения мотоциклистов. И вот спустя 5 лет МВД России решили обновить регламент сдачи экзамена, но изменения коснулись лишь практической части. Так, с 1 апреля 2021 года курсантам отменили сдавать площадку отдельно, объединив автодром и город в один экзамен. Основным новшеством экзамена является проведение одного практического экзамена в условиях дорожного движения. Будет единый объединенный практический экзамен вместо двух. Внесены изменения в некоторые схемы упражнений. Проверяемые навыки, которые мы ранее проверяли на закрытых площадках, адаптированы для их проведения в условиях реального дорожного движения.
При этом часть элементов площадки в экзамене останется. Это заезд в бокс, выполнение параллельной парковки, разворот в ограниченном пространстве и горка. Но если раньше они были частью площадки, то теперь испытуемый будет сдавать эти элементы на закрытой площадке, а потом сразу выезжать в город на вождение. Также еще одним нововведением станут отмена маршрутов. Ранее у каждого экзаменационного подразделения ГИБДД был свой утвержденный маршрут, то сейчас появились лишь перечень улиц и проспектов, на которых допускается проведение экзамена. В 2014 году были введены стандартные 3 и более маршрутов для каждого подразделения ГИБДД. Это было крайне неправильное решение, на мой взгляд, потому что будущие кандидаты-водители просто заучивали эти маршруты. Это было неправильно. Сейчас вводится область приемки экзамена, территория. ГИБДД согласовывает с автошколой перечень улиц, по которым можно будет принимать экзамены. Это очень удобно. Инспектор сам решает, куда нужно двигаться для того, чтобы сдать экзамен. Именно этот пункт станет, по словам инструкторов автошкол, камнем преткновения для многих курсантов для получения документов по вождению. Я бы не сказал, что это хорошо и плохо, но для сдающих это будет сложно, чем в прошлом. Раньше были маршруты, по ним можно было, 3 маршрута, по ним можно было проехаться и выучить, наизусть можно было. А сейчас предлагаются просто улицы, по которым можно ехать, и неизвестно, в каком варианте это будет. Или налево будет, или направо будет, или разворот будет, это неизвестно. Это будет зависеть только от инспектора. Помимо отмены маршрутов меняется и штрафная система. Так ошибки будут разделены на группы по 1, 2 или 3 штрафным баллам. За грубые ошибки, которые внесены в отдельный блок, сдача экзамена сразу будет приостановлена. Так теперь за ошибки «не пристегнул ремень безопасности» или «использование телефона во время вождения» курсант автоматически будет удален с экзамена. Также экзамен будет не сдан, если набрать 5 штрафных баллов. У инспектора изменяется экзаменационный лист. Там, получается, будет он двухсторонний. На одной стороне будут ошибки, которые выполнил кандидат-водитель, и почему он не сдал, если он не сдал. И идет перечень, с другой стороны, идет перечень элементов, которые он должен выполнить. После выполнения инспектор ставит галочку, подтверждает выполнение, и все. Соответственно, он сдает экзамен. Время сдачи экзамена по вождению не изменилось. Например, 30 минут отводится для сдачи экзамена в категории Б, С и Д. Но это время, по словам инструкторов автошкол, может увеличиться, если не все упражнения, элементы не будут выполнены. Все элементы, которые есть в экзаменационном листе, кандидат-водителя должен выполнить. Если он не укладывается в 30 минут, если какие-то элементы не были выполнены в течение этих 30 минут, допускается продление времени экзамена. И вот тем, кто не успел сдать практическую часть экзамена до 1 апреля, придется сдавать их по новым правилам. Ведь в новом регламенте решение этого момента не описано. Так что курсантам, которые обучались по уже старым стандартам, нужно переучиваться на новые. Конечно, волнение присутствует, но я думаю, это все посильно, сдача. И желаю другим курсантам не отчаиваться, те, кто так же, как и я, не успели сдать по старым правилам. Просто принять и пойти на экзамен с хорошим настроением и без волнения. Не приведет ли это к коллапсу, когда в ожидании одного курсанта будет потрачено драгоценное время других? Ведь и раньше за один день не всем удавалось сдавать практическую часть. А сейчас еще и 2 экзамена объединили в одно. Дмитрий Тымыров, Григорий Николаев, Иван Яковлев. Якутия. День за днем. Сейчас короткий перерыв. Якутск стал столицей тотального диктанта, а Евгений Григорьев официально вступил в должность мэра столицы. Об этом после паузы. Продолжаем выпуск. Якутск в последние дни марта официально стал столицей тотального диктанта. Церемония передачи символа акции прошла в Санкт-Петербурге, носившем звание столицы в прошлом году.
Напомним, среди претендентов организовать и провести тотальный диктант значились 6 городов, но Якутск обошел всех. На подготовку к диктанту в этом году из-за пандемии у организаторов было всего лишь 2 месяца. Обычно на это уходит больше полугода. И столица региона справилась с задачей и уже готова к акции. На минувшей неделе, предваряя тотальный диктант, провели фестиваль грамотности, состоялись встречи с писателями, открылся Центр грамотности в Национальной библиотеке, провели конкурсы, семинары и викторины для школьников. Подробности настоящего праздника русского языка у Петра Васильева. Последний день марта в Якутске стартовал фестиваль грамотности, приуроченный глобальной просветительской акции «Тотальный диктант». Все мероприятия фестиваля пройдут под девизом «Быть грамотным модно». Его программа более чем насыщенная. Фестиваль включает в себя повышение квалификации для учителей и преподавателей, мастер-классы по эффективной деловой коммуникации, лекции, семинары о проблемах русской литературы и русского языка. Для учителей, преподавателей, студентов, школьников и всех, кто неравнодушен к великому и могучему. Как отмечают организаторы, фестиваль станет альтернативой тем мероприятиям, которые проводились годами ранее. Фестиваль грамотности задуман в рамках того факта, что Якутск стал столицей тотального диктанта. Каждый год, стараясь передавать символ столицы, мы не просто это делаем, да, мы делаем это с некоторой еще просветительской миссией. И в этом году это впервые форма фестиваля. До этого, например, у нас был такой просветительский автопробег. В составе организаторского десанта в Якутск прибыл и известный писатель Андрей Геласимов. Напомним, что инициатива проведения тотального диктанта в столице Якутии исходила именно от него. Осенью прошлого года писатель высказал идею в своем фейсбуке, после чего она получила широкую поддержку масс. Сам Геласимов стал автором текста тотального диктанта в 2020 году. Писатель посвятил его основателю русской теоретической космонавтики Константину Циолковскому и малоизвестным подробностям его жизни. Ну, надо посмотреть какие-то орфографические словари, конечно, подтянуть какие-то свои пробелы. Лайфхак очень простой, друзья. Я своих студентов, опять же, в Литинституте за это ругаю. Они присылают мне тексты, и в Варде их подчеркивает красным. Я говорю, вы балбесы, вы можете посмотреть, но просто если красным подчеркивает, задумайтесь, наверное, там ошибка. В рамках фестиваля Андрей Геласимов также провел творческую встречу со студентами и преподавателями Северо-Восточного федерального университета. Писатель рассказал слушателям о том, каким должен быть оригинальный авторский текст, а также о том, как сохранить грамотность на высоком уровне. Помимо этого, он презентовал свою книгу «Жажда», впервые переведенную на якутский язык. Мы наконец-то зазвучали по-якутски. Мои герои зазвучали на языке той планеты, где были написаны, потому что книга написана здесь. Она была написана о возвращающихся после Чеченской войны молодых ребятах. Это, собственно говоря, были мои студенты, которые уходили в армию и потом попадали в зону боевых действий на Северном Кавказе во вторую чеченскую кампанию 1996 года. Еще одним знаковым мероприятием фестиваля стало открытие Центра грамотности на базе Национальной библиотеки республики. В дар библиотеки передали около 100 книг. Получена уникальная литература по русскому языку, словари, справочники и энциклопедии. Большинство из них выходят ограниченными тиражами и не всегда доступны даже в крупных библиотеках страны. В открывшемся центре будут проходить мастер-классы, семинары, лекции по русскому языку с участием ведущих филологов страны. Тотальный диктант в 2021 году пройдет на более чем 2000 площадок по всему миру. В Якутии их будет более 80. В столице республики оборудуют 23, главной из них станет сцена ДК Кулаковского. Из новинок этого года. Сам диктант пройдет в 3 форматах, а его текст авторства Дмитрия Глуховского экранизируют в короткометражке. Таким образом, 10 апреля все участники попадут не только на праздник русского языка, но еще и на кинопремьеру. Петр Васильев, Георгий Григорьев, Якутск. Продолжим тему образования еженедельной рубрикой «Якутия. 20 лет в 21 веке». В ней мы подводим итоги первых 20 лет республики в новом тысячелетии. Рассказываем о ключевых достижениях региона в разных сферах жизни. Сегодня мы говорим о строительстве образовательных учреждений. Алексей Лукьяненко собрал всю информацию воедино. Развитие инфраструктуры образования в Якутии вышло на качественно новый уровень. В республике за последние 20 лет построено множество объектов, в частности школ и детских садов. Возведено 506 объектов образования, 26 техникумов, училищ и колледжей. 238 школ на 43 тысячи мест в них действительно стали уникальными и самобытными центрами. Как, например, национальная школа АИКГТА, сделавшая акцент на языковую, национальную культуру и традиции народа Саха. Новая школа рассчитана на 550 мест.
Это первый объект школы, который построен в этом микрорайоне. Планируется еще одна школа. Ну, школа, она достаточно большая, более 9,5 тысяч квадратных метров. Потом из-за того, что кабинеты очень большие, просторные, рассчитаны на 25 посадочных мест каждый кабинет. И потом, мы, вот работники, да, дети, родители, ждали вот этот момент целых 13 лет. Но дело не только в привычных нам формах обучения за партой и учебниками. В Якутии уже давно начали применяться новые современные методики образования. За последнее время в республике открылись 13 детских технопарков и 15 учебных мастерских, оборудованных по стандарту WorldSkills. Мобильный технопарк «Ванториум», Малая академия наук для школьников, Международная арктическая школа, Центр опережающей профессиональной подготовки, Центр цифрового образования IT-КУП в Нюрбинском районе. В 3 раза выросло количество школьных компьютеров, исходя из чего сегодня в Якутии более 500 школ и детских садов подключены к интернету. Благодаря ему учителя узнают о новых методиках преподавания, а ученики могут быстро найти ответ на сложные вопросы из проверенных источников. По итогам системы образования в условиях пандемии Якутия вошла в 5 лучших регионов России. То есть наша сейчас главная цель – это не потерять в качестве и в 100% объеме передать тот материал, который мы должны были передавать и в стенах школы. Ну, я считаю, что несмотря на то, что мы сейчас все находимся в таких условиях, немножко, в сложных, так скажем, да, это все-таки веяние времени, это требование времени, это регламентируется и национальным проектом образования, что цифровые образовательные ресурсы являются неотъемлемой частью деятельности современного педагога. Поэтому я считаю, что в сотрудничестве с родителями, с учащимися мы сможем полностью в полном объеме и качественно обучить наших детей. За последние 2 года в Якутии создали 96 центров образования «Точка роста». Это современное образовательное пространство с высокотехнологичным оборудованием, медиазоной и коворкингом, где детям приятно находиться и получать новые знания. Школьники могут заниматься в точках роста научными исследованиями, знакомиться с новыми технологиями, играть в шахматы и даже делать домашние задания. Здесь почти 80% оборудования к нам пришло. И поэтому вот экскурсии ребята прям загорелись, глаза горели, все хотели записаться, уже записываться. Сейчас вот начальные классы активно, очень много ребят записались в кружок робототехники и 3D-моделирования. А среднее звено в основном предпочло спасательные работы, например, военно-патриотический клуб они вступили. И старшее звено заинтересовалось графическим дизайном. Кроме того, с 2000-х годов в Якутии открыли 26 училищ, техникумов и колледжей. Число средних специальных учебных заведений в нашей республике увеличилось больше, чем в 2 раза. Если в 2000 году было подготовлено 2700 молодых специалистов, то в 2020 их было выпущено 4400. На базе колледжей и техникумов также создаются специальные мастерские в рамках программы WorldSkills. За последние годы в республике создано около 20 новых мастерских за 19-20 годы. А в 2021 году по итогам грантового конкурса 7 колледжей нашей республики создадут на своей базе 28 новых мастерских, которые соответствуют требованиям, стандартам WorldSkills. Сегодня рынок очень быстро меняется, требования работодателей в связи с технологическими изменениями в производстве тоже усложняются, повышаются, и поэтому у каждого человека есть возможность в любое время переквалифицировать свои трудовые навыки, приобрести новые компетенции и быть востребованным на рынке труда.
Но это далеко не конец преобразований. В ближайшее время в Якутске создадут новый квартал из 66 жилых домов со школами, детсадами и поликлиникой. Уже в этом году, как сообщил глава республики Айсен Николаев, планируется открыть в школах нашей республики 112 точек роста. Также в работу будет введен учебный корпус с интернатом Малой академии наук в Актемцах, построят 16 новых школ, 20 детских садов в Якутске и 19 районах республики. Алексей Лукьяненко, Якутия. День за днем. Идем далее. В столице республики официально подвели итоги досрочных выборов мэра. Победу одержал Евгений Григорьев, кандидат от «Единой России». До этого временно исполнявший обязанности главы Якутска. За него свой голос отдали 37 083 избирателя. Второе место в выборной гонке занял Виталий Обедин, представитель «Справедливой России». Он набрал 33 228 голосов. Замыкает тройку кандидат от Компартии Сава Михайлов. Его в качестве мэра хотели видеть 9535 человек. Остальные кандидаты набрали 1% голосов и менее. Спустя несколько дней глава Якутии провел рабочую встречу с избранным мэром столицы. Рассмотрели актуальные вопросы развития Якутска. В числе первоочередных задач Айсен Николаев отметил выполнение национальных проектов. В частности, строительство и реконструкцию дорог, возведение социальных объектов, переселение граждан из ветхого и аварийного жилья, благоустройство. Глава выразил уверенность, что взаимодействие между правительством республики и администрацией столицы будет конструктивным, нацеленным на повышение качества жизни горожан. В свою очередь Евгений Григорьев заявил о готовности усердно работать на благо жителей Якутска. Я обязуюсь работать на совесть. Я буду в первую очередь ставить интересы жителей города Якутска. Для меня, для самого, это была первая предвыборная кампания. Я благодарю и признателен всем тем людям, которых удалось встретить во время предвыборной гонки. Я приношу вам искренние благодарности свои за теплые слова поддержки и за те наказы, которые вы мне дали. Все они войдут в основу нашей дальнейшей работы в ближайшие 5 лет. А уже к концу рабочей недели Евгений Григорьев стал мэром Якутска официально. Инаугурация состоялась в новом пространстве столицы, Центре культуры и современного искусства имени Гагарина. На церемонии присутствовали общественность города, депутаты Якутской городской думы, представители правительства региона, ну и, конечно, целый пул журналистов. В начале инаугурации прозвучали гимны России и Якутии, затем Евгений Григорьев принес присягу на 2 государственных языках республики. Он поклялся своей честью и совестью соблюдать Конституцию России и Якутии, защищать интересы горожан и добросовестно исполнять возложенные на него обязанности. Новому главе вручили удостоверение градоначальника и символический ключ от города Якутска. Ключ вручает председатель Общественной палаты города Якутска Андрей Анатольевич Высоких. Серебряный нагрудный знак надевает советник главы городского округа город Якутск Сардана Владимировна Авксентьева. Сейчас ненадолго прервемся, далее расскажем о настоящем фуроре, произведенном якутскими ножами на выставке в Москве. Оставайтесь с нами. Мы возвращаемся в студию и продолжаем выпуск. Исполнился ровно месяц с момента запуска Ice News, нового проекта канала «Якутия-24». Все это время Саргалана Неустроева собирает самые горячие новости о самом холодном регионе России и охотно делится ими с нашими телезрителями. Львиную долю новостей она находит в социальных сетях. Специально для вас сегодня Саргалана сделала подборку самых интересных событий за месяц.
Средства массовой информации на сегодня невозможно представить без взаимодействия с социальными сетями. При этом не всегда людям нравятся политические, экономические или криминальные темы. Вот уже месяц в программе Ice News выходит рубрика «Обзор соцсетей». Предлагаю вашему вниманию то, что вы могли пропустить. TikTok завоевывает пользователей. Во многом именно эту платформу выбирают за ее простоту и возможность быстро набрать аудиторию. Так якутяне прочно заняли свою нишу, задавая новый тренд о жизни в деревне лаконично и без слов. Житель якутского села Панда-Саха удивляет подписчиков краткими зарисовками жизни в якутской деревне. Видео в его профиле набирает по 1 миллиону просмотров, а сам аккаунт мужчины насчитывает более 500 тысяч подписчиков. При этом сама платформа позволяет выйти за рамки сообщества, и творчество мужчины уже заинтересовалось множество иностранцев. Еще один интересный, но уже приевшийся всем тренд «Сколько стоит твой шмот?» решили разнообразить жители Ханты-Мансийского автономного округа и сняли свою сибирскую версию популярного формата. Так, вместо микрофона Владимир Айваседа использовал замороженную рыбу. Стоимость же всего лука его собеседника составила более 700 тысяч рублей. А на вопрос Владимира, как же он может себе это позволить, оказалось, что он владелец названного бренда. Тот же самый Трамаган, стоимость 30-35 тысяч рублей. А вот куртка на вас такая вот. Кумыш стоит 500 тысяч рублей, то есть 500 000 рублей. А фирма? Фирма Трамаган. Как вы можете себе это позволить? Я владелец фирмы Трамаган, поэтому я могу себе позволить. О чем вы говорите? Ну вот так вот, дорогие друзья, одеваются северяне. А как одеваешься ты? А тем временем своих подписчиков мастерством владения национальным инструментом кырымпой удивляет мужчина из Якутии. Он исполнил заглавную композицию известного сериала «Игра престолов». Всем привет! Сейчас мы отправимся по значимым для меня местам. Мои постройки. Здесь же в ТикТоке можно и делиться необычными лайфхаками. Егерь Андрей Бурлаков рассказал, как можно уберечь глаза от весеннего солнца в тайге. Для этого он использовал кору березы и нож, соорудив своеобразные солнечные очки. Канал Андрея насчитывает более 5000 подписчиков, с которыми он часто делится полезными советами для выживания в тайге и особенностями местной рыбалки. Ну и как же обойтись без милых животных? Попрошайки и бедняжки, попавшие в беду, просто красивые или очень умные, забавные и нелепые. За месяц программы Ice News я рассказала вам множество историй о жизни братьев наших меньших. Как, например, в сети Instagram распространилось просто милое видео, на котором очевидцы запечатлели трудности жизни многодетной матери. В объектив камеры попало медвежье семейство с самкой, 4 детенышей, переходящие дорогу. При этом малыши заставили медведицу изрядно понервничать. Впрочем, что говорить, ох уж эти дети. Это была рубрика «Обзор соцсетей» специально для «День за днем». Ну а мы с вами увидимся в программе Ice News. Не пропустите самые теплые новости для самого холодного региона. Следующая новость в соцсетях также не осталась незамеченной. Якутские ножи произвели настоящий фурор в Москве. В столице завершается ежегодная экспозиция «Клинок. Традиции и современность». Сколько мастеров представляют нашу республику на профплощадке и что привезли якутские умельцы на выставку, узнаем из материала нашего московского СОПКОРа Айсены Бурнашовой.
Не грубый и холодный металл, а настоящее произведение искусства. На 42-й международной выставке «Клинок» свои работы показали сразу 7 якутских мастеров. В их арсенале, конечно же, особое место занимают якутские ножи. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, что у вас за изделия? У нас изделия чисто национальные якутские ножи. Изготовлены по старинным методам. От обработки металла до изготовления рукоятей и ножен – все согласно якутским традициям. Данил Дайдуков из Сунтарского района кует ножи более 10 лет. В этом ремесле важно следовать канонам, отмечает мастер, и добавляет – в каждое изделие нужно вложить тепло своих рук, иначе металл просто не оживет. Из металла ковываем ножи, и у каждого мастера есть свой подход и свой почерк. Там уже на стенде все представлено. Вместе с Данилом свои изделия представили еще 6 якутских мастеров. Из Чурапчи, Усть-Алдана, Усть-Таты и других районов они привезли все самое лучшее. Здесь и впечатляющих размеров батыя, и клинки, богато украшенные мамонтовой костью и серебром. Но большую часть экспозиции все же составили якутские ножи. Их отличает универсальность и качество, а еще внешний вид. Односторонняя заточка, выпуклая форма клинка и обязательный дол, так называемое углубление в лезвии. Чисто руками сделано, поэтому. И здесь вот, видите, вот здесь как стрела идет. Здесь 5 миллиметров, а здесь вообще нет миллиметра даже нет. Это чисто ручная ковка, поэтому руками кует он. Помимо выставки, якутские умельцы также принимают участие и в конкурсах. Заточка ножа на скорость, проверка лезвия на остроту, этнономинации. Конкуренцию им составляют и другие мастера. Всего же на клинке представлено более 200 участников из разных стран. Чей нож окажется самым лучшим, выявит жюри уже в ближайшие дни. Но многочисленные гости выставки убеждены, что якутским ножам и мастерам нет равных. Если в Европе, скажем, да, вот там финка рулит рынком, вот, потребители очень любят, у нас все больше и больше проявляется интерес именно к якутским ножам. Вот, именно совмещение традиции и современности – это, по-моему, самый главный такая вот изюминка в якутских ножах. Айсена Бурнашова, Виктор Олесов. День за днем. Москва. Из Центральной России в Якутию приехал новый директор Мердинского театра Константин Солдатов. Он назначен на эту должность не просто так. Пришлось обойти конкурентов в результате серьезного конкурсного отбора. Горожане надеются, что Константину Солдатову удастся вдохнуть новую жизнь в театральное искусство города. Какие премьеры готовит коллектив театра и как теперь организована работа за кулисами. Об этом репортаж нашего корреспондента в Мирном Марферины Алексеевой. Проходим. Сейчас идет подготовка к премьере спектакля «Разбойники» Фридриха Шиллера. Это вообще первая премьера после такого пандемийного времени. Хотим вам показать немножко с того, как вот пройдет процесс подготовки. Главным режиссером выступает Александр Свешников. Это первая пьеса Шиллера, как я знаю, разбойников любят ставить в театрах. Эта пьеса в европейской литературе относится к разбойничьей романтике. Ну, как любая классическая пьеса, здесь много тем, много смыслов. Но, наверное, одна из близких для нас – это история обиды. Да, очень часто в семьях возникают между братьями, между отцом и сыном, возникают обиды, которые в масштабах как бы небольшой семьи, они и как бы и затухают или превращаются в какие-то небольшие проблемы. А когда это идет на уровне государства, на уровне большого какого-то объема, то это может закончиться трагедией. Вот. Это одна из тем, которые поднимаются. Помимо подготовки к премьере «Разбойники», коллектив театра одновременно готовится и к другим премьерам. Нам удалось заглянуть в мастерскую театра, где
создаются все реквизиты и декорации для спектаклей. Сейчас мы находимся за кулисье, такое получается мастерская Мирнинского театра. И сегодня здесь интенсивно идет работа по произведению Дударева «Рядовые». Вот вы видите за мной тут такие колонны. Сейчас работа театра немного изменилась. Если раньше было на более 100 мест, то сейчас, получается, декорации нужно уже устраивать для масштаба 500 мест в зале. Главная проблема наша была в Мирнинском районе именно потому, что у нас очень мало материала для изготовления бутафорской продукции, поэтому постоянно приходилось выдумывать на ходу, что-то придумать. Вот раньше мы, чтобы сделать, допустим, нагрудник такой, использовали металл, оббивали все это, очень много времени уходило, неделя, там, 2, потом все это обклеить, чтобы артисту ничто не терло, ни где-то так нет. И вот такие вот первые страшненькие работы шли. Потом, естественно, начали работать, изучать материал новый. Евафон. Сейчас весь косплей завязан на этом, поэтому такие вещи уже занимают очень мало времени. За день можно такие вот костюмы наделать. Спектакли, где режиссером-постановщиком выступает Георгий Юлианович Нестер, всегда отличались потрясающей художественной организацией и собирали полные залы зрителей. Так же, как и за один спектакль, сцена поменяет 4 разных картин локаций, столько же раз поменяют костюмы и актеры. Все для того, чтобы погрузить зрителя и воссоздать историческую точность происходящего в то нелегкое время. Выкройки и модели военной одежды максимально приближены к той, что в действительности носили рядовые. Теперь пришло уже другое, даже 3-е поколение, понимаете, в чем дело? И нам теперь очень важно понять, почему мы победили Великую Германию, чем и за что воевали. И несмотря на то, что потери в войне были астрономические, мягко выражаясь, все-таки они стоили того, чтобы победить, потому что люди, которые воевали, они знали, за что воюют. И сегодняшний урок для юных зрителей, мы пишем 12+, для юных зрителей, пришедших в театр, будет прежде всего в том, за что воевали и почему победили. Сезон обещает быть интересным. Также в этом году труппа Мирнинского театра планирует возобновить гастрольную деятельность внутри республики. Марферина Алексеева, Артем Алексеев, Якутия день за днем. Такой наши корреспонденты увидели уходящую неделю. Это была Якутия день за днем. В студии работал Сергей Михедов. Помните о безопасности, носите маску, соблюдайте безопасную дистанцию и оставайтесь с нами.